Всем привет! Сегодня мы через Affinity будем учиться вырезать объекты с общей фотографии. Например, можем вырезать, получается, только людей, которые нам нужны для нашего шаблона какого-нибудь, да? Так, для этого, получается, создаем новый файл. Лучше выбрать книжный, чтобы видеть полностью, да, так, чтобы на экране лучше виднелось. Так, сперва покажу более легкий вариант. То есть, да, например, у вас получается, вы хотите продать товар с одеждой, примерно, да. Так, здесь получается, выбираем, здесь у вас описание вашего товара будет. Давайте я подложу замещающий текст. Он у нас в вкладке текст есть, в самом низу. Так, ну примерно у нас это онлайн-магазин, где получается мы хотим продать товар какой-нибудь, да? Так, и здесь у нас будет, получается, лежать наша фотография. Так, для чего мы делаем квадрат? Для того, чтобы так, нет, наоборот, сейчас получается для кодировки, то есть мы кодируем наше изображение под этот квадрат. Так, кодировка вот получается рядом с словом, тогда у нас должна образовываться. Так, назад. Чего у меня не получается, интересно. Так, сейчас попробуем еще раз. Вот, да. Кадрируем мы, получается, когда вы наводите на ваш объект. Давайте я вытащу прямоугольник. Прямоугольник ставим рядом с названием, между названием и фотографией, да, самим. Вот в области слои, он у нас с правой стороны, посмотрите. То есть, когда мы выбираем кадрирование, тогда у нас, получается, выделяется совсем маленький прямоугольник. Таким образом, мы кадрируем наше изображение под этот прямоугольник. Например, мы хотим продать вот эту водолазку. Теперь мы можем, получается, так, весь объект, а именно только наше изображение. Так, я хочу его... Так, вот мы... Ну, например, продаем вот эту водолазку, да, тогда нам надо, получается, вот этот фон убрать, чтобы у нас здесь был белый фон. Как это сделать, да, как вырезать этого молодого человека с его фона. Так, теперь для этого, получается, переходим в растровый режим и работаем с нашим изображением, вот этим, да. Так, нам надо, получается, выделить этого человека. Так, ну, объект выделяем. Этот вариант намного проще будет, потому что здесь фон однотонный. Поэтому, так, выбираем вот область выделения. Аккуратно можете... Постарайтесь максимально близко к объекту сделать, чтобы... было быстрее все, да. Вот мы выделили наш объект. Теперь нажимаем уточнить. Вот наш фон, да, который мы, получается, выделили. Здесь мы можем так через подложку так выбираем передний план и уточняем, где у нас передний план, а где у нас, собственно, этот задний, да. Так, немножко увеличим, чтобы было быстрее. Это все. Вот мы показываем, где у нас передний план.
теперь покажем наш фон, где он. Так, пиксели давайте уменьшим обратно. И теперь это все фон. Так, можно через подложку это делать все. Подложка намного получается вот. Подложка у вас понимает, где у вас фон, где у вас объект, да, то есть у него более четкие границы. Угу. Да, проводим. Вот. То есть фон у нас должен быть красным, а объект он должен быть своего цвета. Так, это у нас фон. Еще это фон. Так. Старайтесь, чтобы... Так, передний план, видите, я немножко, получается, отступилась. Если делаете близко к объекту, можете делать через подложку. Так будет у вас, видите, подложка, она отличает фон от объекта. И когда уже просто фон, тогда можете вот спокойно красить его. Ну, то есть вы показываете у вас фон, да, таким образом. Так, видите, да, у нас здесь получается немножко задели передний фон. Это все стираем. Так, наверх. Давайте выберем подложку и вот границы покажем, где у нас фон, где у нас объект. Угу. Если качество изображения лучше, да, будет намного проще работать. Это у нас фон. Как вы заметили, он получается немножко вот распространяется, да, как-то, поэтому чтобы подложка у нас полностью очень хорошо замечает. Видите, здесь немножко краснота появилась. Краснота это означает, что он считает это фоном. Вот здесь, например, да, а это у нас передний фон. Здесь у нас никак не может быть фона. Здесь вот уточняем. Если волосы, то лучше через подложку, потому что у нас плохо видит передний план. Сияние нашего волос как бы думает, что это фон. Ой, и думаю, подложка. Чего? Это у нас передний план. Вот. Так, и здесь. Ой, подложка. Вот. Границы должны быть четкими. Так, все. Вот мы отделили, получается, наш объект от фона. Теперь здесь вот уточнить выделение. Внизу есть новый слой. Применить. Таким образом мы выделили наш фон, да, наш объект. Но как вы видите, вот здесь вот то, что фон немножко был не сильно красным, это повлияло, и там получается у нас немножко сероватый получилось. Ну ничего страшного, вы главное теперь поняли, как получается выделять и делать вот если
отменить, вы знаете, что получается у вас готовый пиксельный слой. Можете вот этот кадрирование впустить по этому объекту. То есть изображение можно даже удалить. Все. Вот таким образом можно отделять товары, да, то есть и делать фон любой. Так, теперь давайте усложним нашу задачу. Теперь сделаем, выберем объект, где очень много, например, людей, и мы, ну, немного, то есть фон не однотонный, а разноцветный. Так, тоже подкладываю. Давайте вот этот вариант. Я пытаюсь взять изображение, у которого качество намного выше, чем у остальных, чтобы было лучше. Так, теперь я вот вырежу этого парня с этого объекта, да? Так, заходим в растровый режим. И теперь тоже выбираем выделение и выделяем этого молодого человека. Так. Здесь еще есть проблема с очками. Сзади очков должен быть тоже фон, да? Если вы задели этого человека, ну, объект свой, не беспокойтесь, можно это все поменять в уточнении, поэтому. Так, нажимаем уточнить. И теперь также, да, поступаем, меняем передний план, фон. Так, выбираем фон. И вот, это у нас все фон. Угу. Видите, задели передний план. Это мы стираем. Вот эти области лучше через подложку делать. Вот, чтобы уточнение было. Мне кажется, тут немножко скрасновалось. Ага. Здесь можно немножко подкорректировать. Так. Подложка. Фон. Так, это чтобы у нас как на том рисунке не было серых пятен. Максимально стараемся сделать красным все, если оно фон. То есть это если это фон. Так, через подложку давайте это все. Можем пиксели уменьшить, чтобы отделить фон. Если объект помельче, ну, то есть территория, да? Так, это у нас фон. Близко к объекту, если у вас фон не старайтесь делать, он распространяется, видите, да? Поэтому, чтобы не задеть. А здесь вот через подложку у нас здесь очки. Видите, у нас получается здесь должен быть фон. Угу. Так, выбираем фон и уменьшаем. Делает. И здесь, видите, мы задели оправу очков. Втаскиваем их. Вот так. А здесь фон наоборот красим. Маленькие квадратики — это у нас пиксели.
сделаем максимально близко к оригиналу. Так, пиксели давайте увеличим для фона. Так, у нас осталось вот. Так, и здесь немножко вот здесь убираем. Только нам нужно. Все, мы видели наш объект. Теперь также применяем вывод, новый слой. Применить. Вот, у нас остался только молодой человек. Видите, мы здесь уже получше фона сделали, поэтому разводов не так много. Теперь переходим в этот режим векторный. И здесь мы можем сделать ему рамочку, да? То есть вытаскиваем его. И видите, как он как будто в рамке. И можем цвет даже менять. Можем, получается, его под этим прямоугольником поставить. И вот через непрозрачность можем добавить немножко оттенков, да? То есть оттенки будут у нас в зависимости от этого всего меняться. Можем, получается, здесь добавить обводку. Тогда у нас будет рамочка. Можете вот в рамку вогнать, да? Все. Вот о чем я вам хотела сегодня рассказать. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.